Основной призовой фонд конкурса «Зимний символ Республики Коми» составит 90 тысяч рублей. Напомним, творческое состязание организовали единороссы. Они определят победителей в 3 номинациях: лучшая детская работа, визуальные концепции и лучшее зимнее фото. Предполагается, что призы будут не в денежном эквиваленте, а в виде спортивного инвентаря, туристических принадлежностей, электронных приборов и оборудования. Анастасия Тюрнина знает подробности. За месяц конкурс охватил все муниципалитеты республики. В день на сайт zimakomi.ru поступают по 15-20 работ. Самые активные участники – дети. Видно, как работает мысль, какие ассоциации вызывают в нашей республике. Вообще, я бы сказал, что практически все работы, они соответствуют заданному критерию поиска символа. Потому что символ – это есть знак, передающий качество, некие ассоциативные сравнения с предметами и так далее. Республика у нас многогранна, и даже географически, такая очень, очень многознаковая, поэтому практически все материалы, которые прислали, они стоят того, чтобы о них поговорить. Одним из кандидатов на звание зимнего символа Коми стала полярная звезда. По словам автора, именно она является главным ориентиром в путешествиях по воде и суше для всего северного полушария. Всего на конкурс уже прислали около 300 работ. Принимать их будут до 8 февраля. Приглашаем всех еще раз, если у вас есть какие-то идеи, присоединяйтесь, креативьте, несите позитивные. Будем только рады, приветствуем это. Эта встреча – первый шаг к тому, чтобы перевести создание зимнего символа в профессиональное русло. Экспертам тема явно интересна. Руководители министерств, представители науки, литературы, историки и художники с удовольствием делились мнениями и даже предлагали свои символы. Я сразу увидела 2 медведей, может быть, как на этом фестивале доброго, они могут быть добрые мишки, такие, черные и белые. Потому что у нас сейчас Арктика, очень сильно мы за нее цепляемся, понимаете? И потом, если сделать 2 добрых медведя, обнимающихся, мне показалось, что это замечательный символ. По мнению ученого-фольклориста Анатолия Панюкова, символ должен быть простым, например, таким. Только в этом случае он быстро наберет популярность. Министр культуры, в свою очередь, говорит о цветовом оформлении знака. Обязательно в цвете, обязательно черно-белую. Иногда еще есть элемент упрощенности, то есть как раз если мы хотим в документах, я условно говорю, где-то его там вправо-влево вставлять. На бланке. На бланке. То есть этот вариант, он тоже присутствует. То есть этот критерий заносится, как правило, обязательно. И это и приводит к той универсальности. Наверняка, собравшись всем миром, что-то интересное придумать, вспомнить. И действительно, у нас есть большое очень желание довести это до логического конца. То есть мы очень серьезно к этому подходим. И хочу сказать, что мы не просто сегодня поговорим и разойдемся, мы доведем это до конца, мы найдем этот образ, я верю в это, который действительно понравится всем. Красивый, динамичный, стильный, лаконичный и представительный. Именно таким многогранным должен стать зимний символ Коми, считают эксперты. Что это будет в конечном итоге, станет ясно уже в середине марта. Анастасия Тюрнина, Олег Жуковский, телеканал Юрган. Напомним, творческий конкурс организован Коми-региональным отделением партии «Единая Россия». Работа принимается до 8 февраля 2015 года на сайте zimakomi.ru.